Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Петр Васильев. Якутия в последние годы стала одним из главных центров кинопроизводства в России. Якутские фильмы смотрят, ценят во всем мире. Это доказали многочисленные премии и номинации. Но, что еще важнее, якутские фильмы с нетерпением ждут. Меньше месяца остается до появления на экранах истории таинственного исчезновения 4-летней Карины Чекитовой из глухой якутской деревни. О том, как удалось экранизировать историю, облетевшую весь мир, как проходил кастинг на главную роль и, самое главное, чего ждать зрителям, мы сегодня узнаем в эксклюзивном интервью у исполнительного продюсера фильма «Карина» Сарданы Срамятниковой и исполнительницы ведущей роли Марии Кычкиной. Добрый вечер, Сардана. Добрый вечер, Мария. Ну что, я вот уже отметил в самом начале, что меньше месяца остается до премьеры. Какие ощущения? Конечно, очень волнуемся, потому что мы долго готовились, много людей работало над созданием картины. И для меня лично это первый опыт работы в таком большом проекте и по организации премьеры в Якутске, в Якутии в целом. Сардан, если не секрет, как пригласили в проект? В проект меня пригласила Марианна Сеген, это наш генеральный продюсер и режиссер фильма. Мы начали работать с 2018 года, тогда еще с другой кинокартины, оно тоже потом выйдет. И второй у нас кинопроект это «Карина». И здесь у меня была роль по организационной части, по поиску партнеров, по поиску спонсоров и такие больше по технической части, по организационной части. Но тем не менее, есть ощущение, что вот как будто бы целого ребенка вы воспитали, и вырастили, и выносили. Да. Это большой проект достаточно. Здесь работали более 60 человек на съемочной площадке, и еще больше у нас людей работали удаленно. То есть это только процесс съемок проходил у нас, в Алекме. Это сложная логистика, это прекрасная тайга, это прекрасная природа Якутии, которую еще не показывали, и вы на экранах увидите нашу необъятную Якутию, какая она может быть разной. Вот. Мария, хочу поговорить с вами. Вот сказала Сардана уже ранее, что большой актерский состав. У вас одна из ведущих ролей. В целом, вот как становился ваш путь в кино и как вы попали, собственно, на съемки фильма «Карина»? У вас был, насколько я знаю, опыт работы с Балабановым. Да, это действительно так. Мне было 9 лет, когда Сахафильм начал кастинг на роль в фильме Алексея Балабанова «Река». И меня отбирали из 50 девочек, по-моему. На тот момент мне было 9 лет. И, собственно, после кастинга уже мы с артистами Сахатеатра поехали на съемки в Мурманск. Я исполняла там роль девочки Батирхай. И съемки длились у нас с сентября 2000 года до декабря примерно, да. Сложно работать с Алексеем? Все-таки говорят, что он очень одиозная личность. Безусловно, он великий режиссер. Какие были впечатления? Ну, впечатления были максимально такие... Ну, то есть, понимаете, да, я попала сразу на крупный проект, на профессиональную команду и, собственно, профессиональный актерский состав. Естественно, очень было... волнительно работать, да, и ответственно. Все-таки это великий режиссер, и состав актерский тоже, соответственно, обязывал быть соответствующим на соответствующем уровне, да. Мария Сардана, я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по номеру телефона 42 14 39 или по номеру горячей линии в Телеграме 914-235-0502. Мария, я предлагаю, знаете, о чем поговорить? Вот вы отметили Балабанова, как попали в «Карину». На проект «Карина» я попала по приглашению режиссера Марианны Сеген. Как она потом отметила, что не видела, кроме меня, никого на этой роли. Поэтому это очень приятно, действительно. Но, тем не менее, пробы были, потому что нужно было прочитать сценарий и посмотреть, как в кадре смотрятся все актеры. Ну, насколько я понимаю, это был большой кастинг, правильно? Да, у нас
кастинг начался уже с января-февраля 2021 года, мы снимали в 2021 году. Съемки начались у нас в июле, и буквально до конца мая у нас длились кастинги. Ага. Ну, то, что касается Марии, это, наверное, она сама. Ага. Ну, Мария, пожалуйста, как все-таки прошел кастинг, что делали? Ну, как я уже сказала, я пришла по приглашению режиссера, но непосредственно на пробах нас посмотрели вместе с главной героиней Софией Прибылых, и уже началась, собственно, работа с художниками и по актерской составляющей с главным ассистентом режиссера по актерам Светланой Яковлевой. У нас есть трейлер, насколько я понимаю, эксклюзивный трейлер грядущего фильма. Я предлагаю его посмотреть, обсудить и вернуться к нашим вопросам. Предстоит серьезная задача. 4 дня назад в местности Олома Лёкминского улуса потерялась девочка. Чекитова Карина. Ей 4 года. Будьте внимательны. Заглядываем под каждый куст, под каждый овраг. На одного спасателя 10 добровольцев. Девочку надо найти, живой или мертвой. Слушайте, у меня прям мурашки пошли, вот, без шуток. Очень мощный трейлер. Мария, а как вживались в роль? Вот я видел, пару кадров здесь есть, у вас вы на себя абсолютно там не похожи. Вы действительно там убитая горем мать. Ну, это действительно так. По роли это мать, и она переживает, это естественно. А по поводу вживания в роль, ну, первым делом я начала с того, что начала изучать видеоматериалы, документальные фильмы, хронику. Мне нужно было посмотреть на своего персонажа, как он выглядит в действительности. Это Талина, мать Карины в реальной жизни. Далее уже после утверждения меня на роль происходило, собственно, происходили репетиции. Ну, то есть вживание в роль уже они начались задолго до съемочных дней. А для роли, кстати, я хочу отметить, что я похудела практически на 10 килограммов, поэтому, возможно, в кадре я выгляжу убитой, да. Вы там не то что убитые, вы гораздо взрослее выглядите. Но это очень чем в хорошо, жизни. значит, получилось вжиться в роль. Поэтому... потом мне еще пришлось подстричь челку, потому что на тот момент у матери Карины в действительности была такая челка. Ну и, собственно, уже на съемочной площадке мы начали работу над актерской составляющей. Ну вот, я насколько понимаю, здесь, ну, по большей части два главных персонажа. Это мама Карины и сама Карина, в которой играет в фильме. Вот как происходило взаимодействие между главной актрисой? Нашли коннект? Конечно, мы нашли коннект с Софией Прибылых. Она, несмотря на свой возраст, ей на тот момент было 4 года, то есть она работала с нами, со взрослыми артистами на одном уровне. То есть могли быть такие дни, когда она с 6 утра до поздней ночи с нами работала. И она действительно очень талантливая и очень харизматичная личность. И я могу сказать, что она может порекомендовать себя как артист в дальнейшем. Сардана, вот хочу задать такой вопрос. Второй раз на больших экранах, если так можно сказать, показываем трейлер фильма. Какие его ощущения у вас самих? По трейлеру? А какая реакция еще на трейлер? Мы смотрим на эмоции тех, кто смотрит трейлер. И нам интересно ваше мнение. Каковы ваши ощущения? Мы-то это смотрели, и до выхода трейлера это смотрели. Мы несколько раз это меняли, смотрели, согласовывали. И этот конечный вариант мы ждем с волнением реакцию зрителя.
И когда мы слышим, ой, мурашки по коже, классно получилось, такое, можно сказать, спокойствие, что Мы попали в цель, да? Да, что действительно это получилось у нас по трейлеру. Теперь мы с волнением ждем выхода фильма и будем наблюдать за реакцией зрителя, будем ждать отзывы зрителей, как они отреагируют, как они воспримут фильм. Потому что, как уже говорила, это долгий был процесс. Мы долго готовились к самим съемкам, потом съемки шли у нас 1,5 месяца сами тоже. Потом у нас прошло уже постпродакшн сейчас, да. Поэтому каждый этап — это проживание жизни этого фильма. То есть у нас, вы говорите, это рождение ребенка, а есть же у женщины период беременности, да, 1-й триместр, 2-й триместр, 3-й триместр, рождение, там, первые годы жизни. Вот то же самое и с кино у нас. И с таким же волнением вся команда наблюдает. Все, кто были причастны, это не только съемочная команда, это и люди, которые нам помогали, люди, волонтеры, которые с нами работали в Алекминском районе. Это и актеры массовых сцен, их очень много у нас. Поэтому они с 21 года, представьте себе, как долго люди живут в ожидании, и сейчас, наконец-то, вот у нас на широких экранах, во всех кинотеатрах Якутии мы все увидим этот фильм, который нашумел. Ну вот эта история, которая была уже известна по всему миру. Сардана, вот мы сегодня много говорим о том, что фильм снимался в Алекминском районе, ну, вот там, где и происходили реальные события. А почему решили, ну, можно же вот здесь выехать, там, условно, на Табагу, в Покровской, снять его там? Да, по сложности логистики, по организационным моментам, конечно, нам бы было легче, менее затратно снимать здесь, рядом с Якутском. Но, знаете, вот однажды, посмотрев там природу Алекмы, однажды побывав там, походить, прогуляться, своими глазами увидеть вот эту всю красоту, мы уже никак не могли от этого отказаться, от этих красивых локаций. И самое первое для режиссера это было показать реальную картину, реальную тайгу, в которой потерялась сама Карина. Это настоящий лес, да, там, какой он густой. Это Алекма, она, ну, южнее, да, считается. Там деревья выше, там лес такой густой, там трава зеленее, там сочнее, все краски есть. Поэтому... Вот, ну и зрителя сложно обмануть, он разгадает, где Алекма, где Табага, условно говоря. Да? Ну да, можно и так сказать. Ну и еще одна такая задача стояла — показать Якутию такую. Потому что мы показывали разную Якутию в кино, но такой Якутии еще не было. Ну, мы еще к этому вернемся. Я знаю, что у вас есть еще один козырь в рукаве по... так скажем, демонстрации нашей республики. Мария, хочу вернуться к вам. Все-таки роль непростая, роль матери, которая переживает потерю, долгое отсутствие ребенка. Вот 3 словами, ваша героиня в начале и ваша героиня в конце фильма. Как она меняется? Конечно, спойлерить не буду, но... Без спойлеров, безусловно, да. Но объясню. Она, во-первых, мать, то есть она, естественно, переживает. Но если вы знакомы с реальной историей, да, то есть вначале там никто не знал о том, что она, ну, потерялась, девочка. Все думали, что она к папе уехала. Да. С папой уехала. Да, да. Естественно, ну, в первый момент мама, она занимается своими делами, то есть это спокойная мама, которая занимается своими делами и думает, что, ну, вот действительно, первое состояние — это спокойствие. Далее идет, на мой взгляд, это тревога, потому что ты не знаешь, где твой ребенок. Но мне очень, ну,
я могу понять ее состояние, потому что я сама мама, у меня двое прекрасных детей, да. И, ну, третье уже, когда... Мне кажется, вот три состояния, сложно тремя состояниями на самом деле описать. Но вот второе состояние, тревога, страх, вот это вот все смешивается, пока, ну, в конце они не встретятся, до того момента, когда они не встретятся. Ну и третье состояние, то это облегчение, это любовь, это встреча, наконец-то, воссоединение мамы со своим ребенком. А вот если не секрет, как вживались вот в эту составляющую, когда нужно тревожиться за ребенка, который, ну, по сути, у вас не пропал? Вот это вот секрет актерской профессии. Первым делом актеру нужно слушаться на съемочной площадке режиссера. Ну и, собственно, под руководством Марианны Сегин, нашего режиссера. Я считаю, что у нас получилось очень хорошее кино. Ну и, соответственно, со вживанием в роль. И были репетиции. Да, репетиции были, да. Они начались Со еще... Светланой, Да, расскажи. со Светланой, да. Что за Светлана? Да. Светлана Яковлева — это главный ассистент режиссера по актерам. Мы с ней, ну конкретно мы с ней, начали работу еще задолго до съемок. То есть у нас съемки начались летом, в июле, да. И мы, начиная с мая, с июня, вот эти все 2 месяца мы очень упорно, так кропотливо репетировали, да. Сардана, вот вы тоже упомянули, что фильм начали снимать в 2021 году, закончили, ну, вот, насколько мне позволяют знания, в 2023 где-то, возможно, чуть раньше. Сейчас идет постпродакшн, финальные монтажи. Что заняло больше всего времени? Это ж, ну, буквально сколько? 3 года? Какой да. вот момент Вот кинопроизводства занял больше всего времени? здесь, наверное, лучше всех ответит сам режиссер, но у нас будет, ну, подробно мы обо всем расскажем, и это мы обязательно покажем со всеми комментариями. У нас готовится фильм о фильме, и на эти вопросы, почему так долго, какие самые сложные процессы были, вот на это, скорее всего, мы расскажем в Ютубе. Ага, у нас будут интервью. Мы об этом на своей странице будем рассказывать. Ну, тогда будем ждать с нетерпением. Хочу еще спросить, вы, насколько я понимаю, были непосредственно на съемочной площадке? Да. Бывали. Как выглядело расписание вот, именно продюсера исполнительного? Нас двое исполнительных продюсеров, я и Марк Катаконов. Нас двое, и это, наверное, самые пашущие лошади, которые позже всех засыпают и раньше всех просыпаются, потому что надо полностью подготовить команду. Я уже говорила, это организационные моменты, что у нас на завтра, какая съемка запланирована. Тебе надо от начала до конца контролировать весь процесс. И по реквизитам, по художникам, какая локация, сколько автомобилей, сколько нужно актеров, какие актеры нужны на площадке, по времени распределить, да, чтобы каждый актер по своему времени там Выходил на площадку, приезжал. Да, у нас не выходил, у нас локация находилась достаточно далеко. Это не рядом. Мы жили в школе, и с этой школы у нас дорога до локации занимала время, это где-то получаса-часа. Если у нас дороги, бывало, что размытие дорог, дожди и так далее, у нас сложности такие были. Плюс очень много таких моментов, все, что касается там, техники безопасности, там, питания, да, а вдруг никто не должен у тебя на площадке заболеть, никто не должен там, уехать куда-то, да, по своим срочным делам, у тебя съемка срывается, поэтому полностью весь контроль держит на себе исполнительный продюсер. Такие спартанские условия, да? Не сказать. Да, наверное, для меня, Карина, да, мы же говорим, это про силу духа, про мудрость, про терпение. Для меня самой это тоже прошел такой путь, да, путь такого самурая, который проходит через испытания.
потому что это сложная работа. И я не знала, на что подписываюсь, потому что я до этого на съемочной площадке не работала. Я работала до этого с продюсером, который конкретно сотрудничает с партнерами, работает со спонсорами. На съемочную площадку я приезжала в другой кинокартине. Приезжала, смотрела и уезжала. Но я А все-таки здесь мы уверен- жили прямо с командой. Тебе надо вот за всем этим процессом следить. Никто не должен там, как уже говорила, да, да, у нас не только люди, у нас были и животные, Да, мы к ним придем обязательно. Я уверен, техника. что все-таки игра стоила свеч. Результаты мы, безусловно, увидим на экранах. Мария, хочу тот же самый вопрос и вам задать. Как проходил вот обычный съемочный рабочий день? Нам составляли график, то есть каждый день он не был похож друг на друга. Ну, естественно, то, что ты должен быть собран, то, что ты должен быть на площадке в определенное время, да, это обязательно, но каждый день он был очень интересный сам по себе. Но в основном наши съемки начинались вот с 6 утра и до позднего вечера. Мы все вместе, целой единой командой, работали вот над одной нашей целью. Да. Если в 6 часов просыпаются актеры, это значит, продюсеры просыпаются в 5 часов. Да, еще. 5 часов утра. И это значит, что засыпают позже. И готовят график для актеров. Ну, то есть ни дня на отдых нет вообще? Нет, отдых и Есть. отдых обязательно есть. Это по трудовому кодексу. Нельзя, чтобы люди работали больше там, определенного времени. Поэтому у нас были выходные дни. Но мы все равно там в Да, выходные конечно. дни репетировали. Да, работа продолжалась. Но это уже творческая, я думаю, Да, это профессия, которой творческая. люди творческого склада характера сами себе не дают покоя. Мария, вот вы все-таки мы вначале упомянули Реку и Балабанова. Удалось ли какие-то приемы, которые, я уверен, там подчерпнули, использовать здесь, в Карине? На самом деле, конечно, да. Не только в актерском плане, но и в плане выдержки, стойкости и в плане того, как работать в команде. Я выделю этот момент. Да, по актерской составляющей, если у тебя есть такие наставники, профессионалы своего дела, да, то ты обязан уже вживаться в свою роль и вливаться во весь процесс. И как бы это уже самая основная составляющая, да, действительно. На самом деле нам очень повезло с Марией. Она у нас самородок, таких немного, можно на пальцах пересчитать. И это Марианна чувствует. Она поэтому пригласила Марию. Когда я вот результат смотрела фильма, мне Мария очень понравилась. Ее игра очень понравилась. Я думаю, и зрители оценят. Обязательно. Есть еще один, так скажем, актер, если можно его назвать, конечно, актером в этом фильме. Это щенок якутской клонированной лайки, который играет того самого пса, который участвовал, непосредственно привел спасателей к Карине. Как находили актера? Почему якутская лайка? Актера, конечно, наш четырехлапого. Одна из главных ролей фильма. А у нас, наверное, это такой опыт работы с актером-собакой. Можно подумать, да? Сколько у нас таких фильмов, Не просто где собака, а склонированной да. собакой. А И это у главной нас роли. собака породы саха-лайка. Почему? Потому что через этот фильм мы хотим передать, показать не просто эту историю, но и показать, что у нас есть народ саха, у нас есть своя культура, у нас есть вот такая прекрасная природа, что у нас есть даже своя порода собаки, саха-лайка. Вот это идея популяризации, во-первых, и поднятие вопроса якутской лайки, что у нас есть такая порода, и она должна быть зарегистрирована. Поэтому люди могут задаться уже вопросом, а неужели есть такая порода? Вот. Насколько я понимаю, это не профессиональная собака-актер, есть же дрессированные, которые вот непосредственно с рождения прямо на площадке. Как взаимодействовали? Это собака, не сказать, что случайная, потому что эту собаку
Марианна нашла еще... Я не буду спойлерить, Хорошо. извините. Но Извините, это про понял. собаку у нас будет Будет отдельно. отдельная Да, история. отдельная история. Про эту историю мы вам расскажем. Тогда еще. Мария, к вам задам вопрос. Интересный опыт работать с животным? Ну, все-таки, мне кажется, без спойлеров не обойтись. Ну, как мне нужно отметить этот момент. У нас съемочных дней, ну вот именно собака непосредственно, у меня собакой не было. Не было. Но собака всегда, она, ну, Найда. Тем не менее, она же все равно была рядом. Да, друг человека. И она на площадке, она очень себя вела, как обычная собака, она развилась. А в актерском плане, ну, ей тоже нужно было соответствовать. Естественно, она тоже, наверное, вживалась в роль. Она и так далее. очень актерская Да. собака. И очень она, скорее да, всего... это тоже самородок у нас. У нас Вот прям там, талантливейшие да, не только актеры, шкатулка люди, с самородками но и целая. собака. Мы еще важную особенность упускаем. Мария об этом сказала в начале, что она изучала различные архивные материалы. Насколько я знаю, привлекали вот именно тех людей, которые были задействованы в поисковых операциях. Вот что, на ваш взгляд, я не буду опять спойлерить, что, на ваш взгляд, это дало фильму и непосредственно актерам? Давайте, Мария, все-таки про актерскую составляющую. Ну, опять же, если мы смотрим на своих персонажей, а нам нужно посмотреть, как они выглядели, да, чтобы визуально, да, быть похожей в кадре на свой персонаж. Ну, в моем случае было так. Это, во-первых. А во-вторых, нужно, ну, историю знать нужно. Картины, в которые ты снимаешься, собственно, историю нужно знать. Сардан, ну все-таки исполнительный продюсер, тоже продюсер. Облегчили ли подобные специалисты на площадке съемочный процесс? Обязательно, потому что при написании сценария это учитывается не только мнение, но и консультации, советы, мнения. Все это собиралось, все сценаристами, режиссерами это отрабатывалось. У нас были консультанты, которые на протяжении всего процесса съемок были с нами, работали с нами, консультировали. И обо всем этом мы расскажем в фильме. Ну, не могу не спросить такой, наверное, общий вопрос. История Карины — это история не только про чудесное спасение, но и про человеческую стойкость, про силу духа, про стремление, так скажем, ну, косвенно, да, к достижению главной цели. Чему еще может научить лента? Что якутский зритель, ну и, возможно, не только якутский, сможет извлечь после просмотра? Когда вот смотрят фильм Карина, да, когда смотрят трейлер, вы же в основном обратили внимание, наверное, на ребенка, на собаку, да, на родителей, но там еще главные роли — это спасатели. Главные люди в кино, в нашем фильме — это спасатели. Главный герой — это у нас Карина, о силе духа даже совсем маленького человека, да, о силе, о терпимости, о том, что возможно, да, возможно такое. Есть еще другая составляющая. Это люди, которые работают по ту сторону, да, которые за спасение людей, за спасение жизни. Вот это еще и про них. Поэтому у нас очень тесно идет работа со спасателями. Они будут у нас и на премьере, у нас будут и по промо, у нас много полезностей от спасателей. С ними у нас есть и интервью, так что ждите. Мария, хочу спросить, все-таки работа над любым фильмом меняет и актера, и человека, в отрыве от актера. Как лично вас изменила работа над фильмом «Карина»? Работа в данной картине, не сказать, чтобы изменила, она научила скорее вот работать в команде, слушать команду. Да? У нас, я постоянно об этом говорю, потому что действительно у нас команда профессионалов была. И работать с командой мне доставило большое удовольствие. И, собственно, это опыт. Это опыт, да. И можно сказать, что я выросла вместе со всеми, да.
Мария, тогда тоже к вам же. Смотрите, вы хоть и очень молодая актриса, за плечами уже много крупных проектов достаточно, тем более, ну, даже сам Балабанов. Какие планы вообще? Вот карьерные. Я люблю сниматься в кино. Я бы и в дальнейшем хотела, чтобы меня приглашали в проекты, да. Но так как это не моя основная, ну, я по профессии не артист, да. Серьезно? Да, действительно это так. Я закончила вообще совсем по другой специальности. Московский государственный университет Ломоносова я закончила. По профессии почвовед, эколог. Но тем не Да. менее, актерскую стезю развивать планируете? Конечно, да. А какая Мне роль это мечты? очень интересно. Мечты? Ой, я даже об этом не думала, но мне очень нравится играть вот драматические роли больше, да. Сардана, у нас до конца программы осталось буквально меньше 5 минут. Хочу в заключение спросить, что зрителю ждать в большой премьере 11 апреля, если можно приоткрыть вот эту вот завесу тайны? Почему именно надо смотреть в кинотеатрах этот фильм? Потому что у нас работали высококлассные специалисты. Мы привезли несколько тонн оборудования. Мы очень старались передать очень качественную, хорошую картину, звук. И все это вы сможете 100% увидеть, да, услышать только в стенах кинотеатра. Поэтому мы всех приглашаем обязательно посетить, увидеть эту картину. Над этой картиной работали очень много людей, которые вас ждут, ваши отзывы, ваши отклики. И очень надеемся, что посмотрев этот фильм, люди для себя они поймут что-то свое, оставят у себя в сердце какие-то вот свои, может, вот эмоции, они поймут какие-то вот Вспомнят эту историю, потому что в этом году, кстати, эта история 10 лет. Вспомнят, да, это не только вспомнят, но и через кинокартину они смогут увидеть, какая у нас вот связь с природой, какая у нас вот человеческий фактор, насколько оно влияет на нашу с вами жизнь. Ну и нашу большую республику Да, показать в лучшем да, свете. да. Мария, вам тоже вопрос заключения. Давайте пригласим наших телезрителей, наших, я уверен, зрителей в наших социальных сетях на премьеру 11 апреля. Апреля, да. Тогда вам слово. Ну, естественно, мы всех ждем. Действительно, была очень большая работа проделана, поэтому мы очень надеемся, что наш фильм вам всем понравится, всем нашим зрителям, и вы оцените нашу работу, работу большой, дружной, профессиональной команды. Всех ждем на премьере 11 апреля. Сардана, Мария, ну, спасибо вам за столь содержательную беседу. Я уверен, что у вас будет еще большое число поводов рассказать о своем фильме. Возможно, мы еще раз увидимся. Приходите к нам обязательно, если будет что рассказать. 11 апреля премьера в кинотеатрах нашей республики. Поздравляю вас, ну, хотя бы уже с датой и с тем, что фильм находится на финальной стадии. С нетерпением ждем. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам в студию. Благодарю вас за содержательную беседу еще раз. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.